За окольницей хмельник. Хмельник шумит, как лес. Колышется, шумит. Он действительно высокий, как этот. А чувашская девица-красавица собирает хмель. А это так было испокон веков. А песен про хмель очень много, про пиво чувашское и про хмель очень много песен. Вот. Я только самые использовал необходимые самые. Вот. А когда вот брагу ставили, самому гнать, бабушки и матери, давайте, танцуйте, давайте, пляшите. Вот. Варманбек кашла, Шургишевбек шавла, Яшкабек вре, Хуртрахюш, Тванземщитни жире, Тутлу сарабул. Может, передается, это не доказано, не изучено, возможно. Может, вот доброе настроение передается этому пиву, она вовремя хорошо перебродит, вот. Но, видимо, так считали раньше. С детства. И бабульки, и мамаши. А ну, пляшите! Все, дрожь заливаем. Вот так это передается. Вот так было. Теперь вот это вот пиво, смешанное с суслом для брожения, ставим зимой в теплое место, потому что быстро охлаждается, долго самый будет бродить. Летом можно на солнце, быстро бродит. Владислав Ильмень показывает обряды, которые у его предков связаны с варкой пива. Пиво для Чувашии напиток национальный. Культура пивоварения складывалась здесь веками. Хмель собирают под конец лета, как раз в начале осени, потом сушат его и варят пиво. Рассказывать подробно о рецептах мы не будем, просто потому что их очень много, сколько хозяев, столько рецептов. Ну и процесс этот длительный, он занимает от 3 дней до нескольких недель, а мы к Владиславу попали на какие-то стадии производственного процесса. В основном в Чувашии сейчас пиво делают только на праздники, и людей, которые сохраняют традиции домашнего пивоварения, сейчас не так много. Один из них наш герой. Живет Владислав в деревне Малый Сундырь, недалеко от Чебоксар. У него свое хозяйство. И сейчас его время отнимает еще и подготовка к выборам, потому что Владислав на общественных началах занимается предвыборной агитацией. За кого и как голосовать жители деревни обсуждают рано утром, когда выгоняют пастись скот. У нас почтово-ямская станция была, минуя нашей деревни, и хоть с Петербурга, хоть с Москвы проехать невозможно было, чисто чуваши. Другой национальности нет вообще, ни татар, ни мордвы, никого, ни марийцев. Чисто чувашская деревня у нас. Традиции. Стараемся сохранить, конечно, традиции, передать молодежи, молодому поколению. 68 полных лет. Значит, родился, вырос на другой улице, в этой же деревне. Эльмень Владислав Дмитриевич. Есть у меня чувашский вариант имени. Перевели Владислав. Владислав, владеющий славой. Чаптай. Привет. Так, Милка, так, Милка, зарактор. Ну, дети выросли, нам все тяжелее и тяжелее. Чем меньше разновидностей птиц или животных, тем легче справляться. Сейчас у меня КРС, крупный рогатый скот, телки, бычки, коровы и птицы. Я 40 лет в ферме работала. Поэтому держим корову, привычка у нас. Сын говорит, зачем, мам, коровы, зачем? Вот успокаиваемся, разговариваем, они все понимают.
жена занимается коровами, в смысле, дойкой, переработкой там, когда сыры делает, когда самой. А я уходом. Кормить, поить, ухаживать. Ну и повседневная работа. Нынче вот жена болела, так в прошлом году микроинсульт был. Потом 3 января, летом, в августе месяце, этот самый коронавирус прихватил на свадьбе. Все удобства делал сын. Ну, она в более молодом возрасте, ну, лет 20 назад, и стихи писала, ну, так. На чувашском? Да, ага. И я слагал стихи. Стадо выгоняют в 7 часов, в этот период обмен информацией, как обычно происходит в деревне, где что как. Ну, самое удобное время, даже вот депутаты приезжали знакомиться, приезжали утром приезжали. Когда вот выгоняют скот? Да, утром. Вот где-то вот половина, без 15-7 выгоняют. Вот самый удобный момент. Ну вот так вот народ просто выгоняет. Я в комиссии тоже был, наблюдателем тоже был. В избирательной комиссии? Да, я и агитатор бессменный, можно сказать, Единой России. Вот. Распределением агитационного материала. Вот. Агитировать-то ведь не всем разрешается. Вот. Например, должностное лицо не имеет права там агитировать, вот. Он не может. На 1 сентября там какие-то мероприятия проводятся перед выборами. Я выхожу, стараюсь, я говорю, вот это достойный кандидат, за него бы проголосовать надо. Вот. Ну, голосует каждый сам своей рукой голосует. Мужик, пошли кушать. Айда. Айда, кушать. Айда. Мужик, айда. Айда. Мужик. И ты хулиган. Пойдем. Иди. На. И. Кушай. Очень молодец. Специально оставил для вас. Хмель созрел раньше, нынче сухо, потому что засушливый год. А иной год дольше они еще. В это время бывают даже зеленые. Чтобы пиво сварить добротное, это первое, значит, хмель. Хмель раз в год собирается, значит, в сезон. Время сбора где-то неделя, она улетучивается, пыльца улетит, и все, не поймаешь, не соберешь. Вот. Редко варим. О, вот ячмень. Натуральный, сухой. Можете на зуб попробовать, он прям хрустит. Солод можно делать в удобное время. Солод во всех домах делали, хранили. Кстати, этот солод, он очень полезен для скота. У меня случай был, корова проскользнула, ноги распластала, встать не может. Ветеринар сказала, если корова упала, не встанет. Я говорю, попробуй. У меня 2 ведра было солода, 2 ведра. Я начал давать каждый день солод корове. Ну, где-то вот с килограмм, побольше полкило, ну, грамм 800, может быть, каждый день. Не знаете, вопреки предсказаниям ветеринара, опытного, корова встала на ноги. Пойдем дальше, покажу следующий этап. Идем. Так, я сказал, замачиваем ячмень на сутки. Потом его, если много, в корыто выкладываем, сверху накрываем пологом, чтобы не высохло. И она, ячмень, прорастать начинает. Смотрите, усики маленькие. Подворно все делали солод. Он нужен, не нужен. Вот, на всякий случай. Он очень полезный. У него много микроэлементов. И вот, солод везде делают. Не только для пива. Но для того, чтобы пиво сварить, дня 3 потребуется. После того, как стадо выгонит, сразу мы покупим ограду починим, сельскую ограду. А то разваливается. Сегодня 1 доска, завтра 2 доски. Потом вообще, и так вот овцы начали на поле выбегать. Раньше пастухов. Пастухи пока выйдут, а там лаз нашли, доску выбили и убегают. Все понятно. Ну вот. Я вот сейчас подготовил. Хорошо. Потом положим. Не работаю. Кто держит скот,
выходит с желанием, выходит ограду чинить, ворота чинить, потому что скот он держит. А дороги, например, делать выходят уже те, кто имеет автотранспорт. Но автотранспорт даже подворно, по несколько машин. Сейчас уже по несколько. Красиво. На Новый год, чтобы украсить. Совхоз рассыпался, расформировали, ферму разобрали, а железобетонные кормушки остались. Но я хочу его использовать на благо вот этой деревни, на благо этого, для сохранения этого пруда. Потому что оголов пруда ежегодно он размывается, земля ползет вниз. Вот хотим мы его уложить. Но вот пока техника занята. В общем, вот по улице, по которой вы ездили, мы сами на свои деньги делали. У нас там длинная улица есть. Там в апреле 2005 году капитан ФСБ в Чечне погиб. ФСБ на контроль взял, и государство им заасфальтировало капитальную дорогу. Но это не асфальтирование, крошка, асфальтная крошка. А так второстепенные улицы, кто-то где-то работает, на стройке где-то ломают, бой кирпича, кровлю меняют, стараются привезти. Потом на какую улицу привезли, жители собирают, чтобы этот завоз, значит, за завоз заплатить, за расходы водителю, за бензин там. То есть большинство ваших вопросов вы решаете каким-то вот таким общим исходом? Да. На какой улице с тех жильцов деньги собираем, где стелим. Плохой народ выбирает плохого царя. Мы сами выбираем. Потом жалуемся на властей. А выбираем сами. Это главный момент. Надо подготовиться, взвесить. А то заходим на выборы. За кого же проголосовать? Бывает же и такое. Где галочку поставить? Когда голосуешь, ведь все они хорошие. Ну да, это тоже. Последние годы наблюдается некий спад Единой России, авторитет Единой России наблюдается. Население недовольно тем, что богачи богатеют, бедняки беднеют. Население этим недовольно. И вот на этом фоне авторитет Единой России падать начал. Ненавижу эту партию. Чтобы она сгнила. На выборы ходим. Нет, имею право свое говорить. Ай-ай! Вот вот, чтоб вы сдохли. 65 лет сделали народу. Поэтому мужиков хороните, блин, радуете. За 2 года ни один ребенок не родился. 17 человек в деревне похоронили. Вот вам единороссы. Вот вам история. Я вот так вот в резкой форме ничего им не говорю. Частично я согласен с теми, кто против меня. И сегодня там один у нас выступал, помните, да. Согласен. Но не будь нашего уважаемого Путина, мы были бы уже дополнительным штатом Америки. А врагов много. Весь мир практически нас не любит. Ведь что нас поддерживает Белоруссия? Белоруссия. А с Китаем еще не знает, что будет. Пока у нас отношения хорошие. А может, у них такие дальневидные планы до Урала захватить, какой был у них, у японцев. Газ, все, в Америке все, а у нас какой-то Ходорковский, Березовский, и, слава богу, сдох нахрен в Англии. Пусть земля будет пухом этому засранцу. Один Путин более-менее нормальный так вроде, а потом еще узнаем, сколько он наворовал. Как говорят люди, самый богатый человек в мире. Этот, который, Газпромский, Тутурут, Миллер, он же работает на Путина. Ты же уважаешь Путина? Да, я его чуть-чуть уважаю. Жену любишь? Путина любишь? Не, жену люблю. Ты много раз говорил, спасибо. Давай. Ну, сами знаете, как это... Прекращай при мне агитировать за русов. Я ненавижу их. Пока я по зову души. Но если так дальше пойдет, я
значит, за Единую Россию не буду особо. Вот актив нашей деревни. У нас есть человек, который регулирует за графиком по очереди. И он пишет в журнале полностью, какой должник, сколько поголовья овец, там, коз, коров, и сколько выпасать ему следить. Но за это он в стадо не ходит. У нас вот так, чтобы заинтересовать, мы так договорились. Лично мне сказали бы, вот ты согласен, весь пастбищный сезон, это 6 месяцев, за графиком следить. Я скажу нет. Я лучше схожу, и нет проблем. Очередность, когда пасти скот, согласовывают. На выходные все хотят. Внуки дома свободны. С города приезжают внуки, чтобы пасти. Смотри. Плохо видать, конечно. Приглашайте. Петя! Все, пускай идут. Пускай идут. У нас сейчас 40 голов, с каждым годом меньше. Лет 5 назад 55 было, с каждым годом меньше. Сейчас вот примерно на 3 двора 1 корова получается. В город возить, дорогу платить, выходить. Например, с 3 коров 50 литров. Что, жена на горбу потащит вот это молоко? Куда? Хорошо, этот покупатель, зная, что молока много, а то мы в центр деревни возили, выходили на трассу, молоковоз проезжал, постоянный скупщик, вот, приезжал. Я благодарен этому человеку, который сегодня вот молоко забрал. Вот. Вышел, слил, все. А так его куда нам девать? Уж это политика сверху все равно контролирует, их немножко подстегивает, чтобы наши цены подняли немножко, чтобы народ все-таки более-менее доволен был сдачей молока. Я знаю примерно там вот это 20, 19, 18, вот так вот. Рублей за литр? Это женский бизнес. Я носу не сую туда. Жена занимается, да пусть занимается. Вот. Я спрашиваю иногда. Она сдает, получает деньги на продукты, прочее, на самые расходы. Зерно покупаем, все такое. Подложу дрова. Пиво варили у нас, варит женщина. Вот когда вот отец на работе, мать готовится к празднику. В детстве много варили. Непрерывно помешивая надо стоять. Вот поручает мать сыну, или кто есть дома, дочери, вот, кто свободен, кто может, вот, помешивает и стоит, дрова подбрасывает там. Вот, ну, с детства видел, как это делается, да. Туруран ырлых, эдемрен сиплих. Шак шатник рень. Узал живус тохтар. 80-е годы. Тогда обязательно варили. Вот лет 40 назад варили к каждому празднику. Пиво варили, подворно варили. Но с тех пор сколько времени прошло, это 40 лет. Это больше поколений ушло уже. Вот. И пивоваров все меньше и меньше. Но оборудования этого уже не осталось. Варят современной посудой. Идем. Завариваем. Смотри, осторожно. Буду угощать как будто я. В смысле, мне пить-то можно это? Конечно, безалкогольные. Сарапишне, сараюшне, сараешмекиль. Сарапишне, сараюшне, сараешмекиль. Симбыл сари пулмасанда хомла шиве пур. Симбыл шиве пулмасанда хомла шиве пур. Тут говорится о том, что, значит,
пиво сварено, пиво готово для потребления, приглашение на дегустацию. Пусть она, говорит, не лучшего качества может быть, но зато, ну, какой есть. Вот так вот, об этом здесь говорится. Какой есть, такой Давайте есть. будем пробовать. Вы не будете, я знаю. Не понравится мне, да? Горький. Илья тоже попробует. Он безалкогольный же? Горький, безалкогольный. Горький хмельной напиток. Вам не понравится. Это очень горько, но это вкусно. Это как будто бы горький квас. Он утоляет жажду. Это память предков, передать молодому поколению то, что было. Без прошлого нет будущего, говорят. Вот. Поэтому важно знать, интересно знать. Мы сейчас собираемся, ну как сказать, на совет старейшин, то ли старейшины улицы будут дегустировать пиво и дать мне оценку, правильно ли я сварил, вкусно ли сварил. В общем, это мне очень важно, конечно, знать. Что здесь в бутылках? Так, это медовые, медовуха. Тоже безалкогольное. Символ, это крепленый, Крепленый, да, это это, уже алкоголь, да, это понятно. алкогольный напиток. Это к свадьбе готовились. Это на сахарном песке. Раньше, когда песка не было, сахарную свеклу добавляли. Тоже крепленые. Крепленые. В каждом доме варили, в каждом доме знают, но с годами уходят старики, уходит, значит, вот эта вот варка пива. Мы вот стараемся к Агадую, который раз в год у нас проводится. Еще у нас осенний бал в этнопарке паркетной культуры. В нашем сельском поселении 16 населенных пунктов конкурс пива проводится. К этому празднику уже, хочешь не хочешь, каждая деревня хочет опозориться, варит, находит специалиста в деревне, договаривается, вот сварить надо пиво. И главное, добротное, на конкурс. Какое пиво было самое лучшее. Так что подворно знают, подворно пили и пьют. Вот. А мастеров, которые варят, с каждым годом меньше и меньше. Весь пощ хамала ярза, саратурамар. Я считаю, человек, который никому не нужен, который дома сидит, живет для себя, он доживает. Если ты нужен, если к тебе обращаются, если чем-то там, умом, советами, делами физическими, вот. Если ты пользу приносишь своей деревне, поселению, району, республике, ты живешь. Вот мое представление о жизни. Я пока нужен, я думаю. Вон детки маленькие, корни пускают. Заново? Да, вон маленькие детки, заново корни пускают. Поэтому надо ее теперь нынче экстренно убрать, а то можно было не только месяц, дней 40 еще можно было подержать нагляд. Сейчас перебирали мы ее.